Ежедневно более миллиарда мусульман по 5 раз в день преклоняются и произносят молитву Аллаху, молитву, данную им Мухаммедом, их пророком. Ежедневно, 5 раз в день, они стоят лицом к черному камню в священном городе Мекка, вновь и вновь покоряясь исламу. Каждый день во всем мире они молятся как единое целое, чтобы выказать свою солидарность в следовании канонам ислама, в котором Мухаммед – их пророк, Коран – их писание, а Мекка – их священный город. Однако археологические открытия начинают указывать на другую историю. Ученые всерьез изучают все факты, указывающие на то, как образовался ислам. И если они правы, то как это повлияет на мусульман сегодня? В нашем распоряжении имеются инструменты, которые были недоступны ранее. Современные технологии позволяют нам реконструировать возникновение ислама и понять вещи, которые многие годы озадачивали историков. Во всем мире университеты, музеи и библиотеки открывают ученым доступ через интернет к древним книгам и манускриптам. И теперь мы можем изучать старинные рукописи с помощью всего нескольких кликов мышки. Сейчас и ученые, и любители с помощью спутников могут точно определять локации объектов и детали, на проверку которых раньше уходило много средств и сил, и мгновенно обмениваться этой информацией через социальные сети и научные форумы. И сейчас, впервые за долгое время, открывается новая эра исследований зарождения ислама. И теперь мы можем собрать воедино то, что произошло на самом деле в Аравии 1500 лет назад. Писатель и историк Дэн Гибсон прожил большую часть своей жизни на Ближнем Востоке. Он всесторонне исследовал народы и географию древнего доисламского мира. Впервые я приехал в Саудовскую Аравию, когда мне было 20. И более 30 лет я исследовал каждый уголок этой удивительной части мира, собирая воедино доказательства абсолютно новой теории, которая, как я верю, изменит наше понимание прошлого. Годы изысканий привели меня к выводу, что ислам начался не там, где указывает общепринятая историческая концепция, и что в ранних исламских документах есть ключи и ссылки, которые проливают свет на скрытую истину тайны Мекки. Еще в 2002 году у меня была возможность посетить конференцию, посвященную исследованию Набатейского царства, организованную университетом Аль-Хусейн бин Талал. Во время конференции я смог побеседовать с ведущими археологами из Иордании и Саудовской Аравии. Я спросил их об археологических документах из Мекки. В приватных беседах без протокола они признали, что в Мекке до 800 года нашей эры археологических записей не было. Я ожидал, что они будут настаивать на том, что Мекка была городом, окруженным стенами, с домами, садами, общественными зданиями и храмами. Они ответили мне: нет, ничего такого там не было. Вы знали, что во всем Коране название Мекка упоминается только один раз? Мусульманские ученые связывают с Меккой другие названия, такие как запретное место собраний, священный дом, место бекка или место плача. Сегодня все эти названия общепризнанно связаны с Меккой. Однако в самом Коране мало говорится о том, что эти названия относятся к Мекке. Исламские ученые не видят причин это обсуждать, но в последние годы у некоторых историков появились вопросы. Они отметили, что Мекка была бесплодным местом и не располагалась на древних караванных путях. Люди предполагали, что караваны возили ладан, специи и другие экзотические товары, но согласно последним исследованиям, во времена Мухаммеда эпоха ладана уже давно закончилась. И арабы торговали предметами из кожи и одеждой. Вряд ли это могло удовлетворить потребности большого города, описанного как мать всех городов и центр торгового пути. Взгляните на эту карту, где пересекаются все торговые пути. На севере Саудовской Аравии есть 3 места, которые можно описать как центр торгового пути. Интересно то, что Мекка не была даже местом стоянки, потому что не была даже расположена на пути караванов. В этом фильме мы узнаем, почему со времен пророка Мухаммеда есть огромный пробел в археологии Мекки.
Почему описания Мекки не совпадают с ее ландшафтом? И каким образом ранняя исламская гражданская война изменила правду об исламе? В то время, как мусульмане во всем мире верят, что Мекка в Саудовской Аравии их священный город и место, где жили основоположники ислама, Дэн Гибсон считает, что свидетельства указывают на другое место. Исследуя арабскую историю, я столкнулся с доказательствами, указывающими не на Мекку как на место основания ислама, а на север Аравии. До сих пор никто и никогда не ставил под сомнение, что Мекка – это священный город ислама. Каждый мусульманин верит, что он должен молиться в сторону черного камня в Мекке. Но годы изучения и бесчисленные поездки по всему Аравийскому полуострову привели меня к радикально новому пониманию исламской истории. Я считаю, что в процессе понимания исламской истории была сделана фундаментальная ошибка. Это не было преднамеренной ложью, а просто недопониманием того, что случилось в годы основания ислама. А позже исламские писцы исправили, как они думали, ошибку в ранних исторических описаниях, которая на самом деле была правдой. Возможно ли, что более миллиарда последователей ислама неправильно понимают то, как и где началась их религия? И если так, то к каким последствиям приведет это доказательство обычного мусульманина, который хочет следовать указаниям своего пророка Мухаммеда? Мы собираемся исследовать историческое время и обстановку, в которых мало кто разбирается. Классическая мировая история и история ближневосточных империй обсуждались в течение веков, а историю Аравии обошли вниманием. И этот пробел типичен не только для Запада, но и для самих арабов. Пророк Мухаммед родился в 570 году нашей эры. Сегодня мало кто действительно знает, где и когда это произошло. Его дед и отец были набатейскими торговцами, а сам Мухаммед был женат на купчихе. Однажды Мухаммед медитировал в пещере, и ему явился ангел, который научил его восхвалять Аллаха. Позже жена убедила Мухаммеда в том, что это был настоящий ангел, и что он на самом деле призван быть пророком Божьим. В течение всей жизни его посещал тот же ангел, и каждый раз он получал новое откровение. Эти откровения, полученные на протяжении всей жизни Мухаммеда, были собраны в одну книгу, известную сегодня как Коран. Пророк Мухаммед выходил по своей нужде, уходил далеко от домов, в горные ущелья и в глубину долин в окрестностях Мекки. Аиша, жена Мухаммеда, упоминает, как один человек тосковал по Мекке. «Был бы это я, остался бы на ночь в долине, наполненной разной травой. Когда мы пришли в Мекку, мы увидели город, благословенный водой и деревьями. Возрадовавшись увиденным, мы остановились там». Аль-Бухари говорит о заключенном, который ел виноград, будучи закован в кандалы. И он говорит, в Мекке тогда было не время фруктов. Трудно поверить, что эти слова были написаны о Мекке. Территория вокруг Мекки – это сплошные скалы и пустыня. В Мекке выпадает в среднем менее 10 сантиметров осадков в год. Из-за чрезвычайно высокой температуры и бесплодной почвы невозможно вырастить какую-либо растительность, не говоря уже о пище, способной прокормить большое население. Еще священный город ислама описывается как город с полями, деревьями, травой и почвой, но здесь, вблизи Мекки, нет пахотных земель. Это не соответствует древним описаниям. Ибн Исхак упоминает, что жители Мекки не хотели рубить деревья в священном месте. Наличие древних деревьев и растений можно легко проверить присутствием спор и пыльцы в нетронутом древнем грунте. На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что в Древней Мекке росли деревья. Другая загадка заключается в том, что Мекка не указана ни на одной ранней карте Аравии. Следовало бы ожидать, что крупный торговый город должен быть упомянут на ранних картах, но ни одна из них до времен ислама не указывает на Мекку. За многие годы я собрал копии множества древних карт Аравии. Я старательно переводил их, но ни разу не обнаружил упоминаний Мекки на картах доисламского периода.
Знаете ли вы, что до 740 года нашей эры название Мекка не встречается нигде в литературе, и это через 120 лет после основания ислама? В течение первых 120 лет исламской истории никто из окружающих народов ничего не знал о существовании Мекки. Вас это не озадачивает? Как большой город, который мог призвать тысячи людей в свою армию, город, имеющий сельское хозяйство, деревья, траву, фрукты и виноградники, мог быть скрыт от других народов? Как такой крупный город со стенами, храмами и общественными зданиями не мог быть найден в летописях других народов? Особенно, если это был город, торгующий со всеми соседними странами. И самым загадочным фактом служит то, что, находясь в этом древнем городе, мы не обнаруживаем ранних археологических данных. Это было невзрачное место, которое даже не находилось на торговых путях. Сегодня многие историки пришли к выводу, что факты основания ислама – это мифы. Очевидно, что существует большое расхождение между тем, что нам говорят исламские документы, и тем, что находят археологи. Таким образом, они делают вывод, что исламские рукописи сфабрикованы. За годы изучения я пришел к тому, что ранние записи – это не мифы, но они говорят о другом месте, подходящем под все эти описания. Я считаю, что Мухаммед родился и вырос в другом месте, и думаю, что мусульмане молятся в неправильном направлении. Согласно общепринятой исламской истории, Кааба была главной святыней в Мекке и центром паломничества в Аравии. Хорошей отправной точкой может стать изучение паломничества до основания ислама. المساجد في الوقت الحاضر تتجه كلها صوب القبلة صوب الكعبة وهناك مكان في المسجد يسمى المحراب الذي الإمام يوقف فيه ويصلي يقود المصلين ولكن في الأيام الماضية ما كان موجود هذا المحراب ولكن كان في حائط يتجه صوب القبلة وكان المبنى بالكامل مبني باتجاه صوب القبلة. В исламе все понимают, что кибла направлена в сторону Мекки в Саудовской Аравии. Сегодня никто не сомневается в направлении киблы. Тем не менее, Коран говорит мусульманам, что у них есть кибла. Текст Корана не дает названия городу, которому изначально была направлена молитва. Он упоминает лишь Масджид Аль-Харам или запретное место собраний. Мусульмане верят, что изначально они молились в сторону Иерусалима. Согласно исламским источникам 624 года нашей эры, Мухаммед изменил киблу в сторону Мекки. Он говорит об этом во второй суре Корана. Мы назначили киблу. Это оказалось тяжело. Кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. Аллах никогда не даст пропасть в вашей вере. Мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же свое лицо в сторону заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону. Как историк Аравийского полуострова, я всегда был заинтересован в поиске подлинного места расположения киблы. В каком направлении молился Мухаммед до изменения киблы? В сторону Иерусалима, как утверждают некоторые, или в сторону Сирии, как утверждают другие? Или это было третье направление? Если бы это изучение проводилось 100 лет назад, то на это ушло бы невероятное количество работы и исследований. Мы бы путешествовали по миру в поисках древних памятников, чтобы найти самые ранние мечети. Сегодня мы можем за несколько минут сделать то, что раньше занимало всю жизнь. Программа Google Земля позволяет посмотреть на древние памятники из космоса, и такие веб-сайты, как ArcNet, объединяют исследования сотен студентов и профессоров. Мы можем проверять строение по различным критериям. Мы выбираем в программе исламские сооружения, располагаем их в хронологическом порядке, затем определяем дату постройки, проверяем их направление в сторону киблы с помощью Google Земля и сравниваем данные, чтобы определить, когда кибла была изменена в сторону Мекки. Это даст нам надежные данные для работы. Сегодня для определения направления киблы не обязательно быть ученым. Некоторые из ранних мечетей, подобных этой, не совсем квадратные. Исследователи должны найти стену киблы и рассчитать от нее 90 градусов, так как ранние здания не были квадратными, и мы не можем использовать боковые или задние стены. Это михраб старой мечети.
Первые арабы устанавливали направление киблы с помощью звезд и были очень точны. Лучшим способом определения направления киблы служит посещение мечети и использование точного прибора GPS. Этот метод определения подходит не ко всем мечетям. В течение долгого времени многие из них были полностью перестроены настолько, что в них невозможно определить исходное направление киблы. Тем не менее, многие мечети уцелели. Например, мечеть, которая называется «Мечеть двух кибл» в Медине. Исламская история гласит, что именно здесь имам мечети сообщил молящимся об изменении киблы. Таким образом, он повернулся и начал молиться в сторону Мекки. Вопрос в том, куда изначально была направлена кибла. У мусульман есть готовый ответ. Он молился в сторону Иерусалима. Сейчас мечеть двух кибл направлена на Мекку, но в 1987 году мечеть была полностью снесена в связи с полной реконструкцией. В процессе строительства был обнаружен старый фундамент, который имел стену киблы, направленную на север, то есть на Иерусалим. Поэтому мусульмане верят, что изначально кибла была направлена на Иерусалим. Существует простой способ, которым можно это проверить. Если взять самые ранние мечети и определить их стороны киблы, то, наложив все это на карту, мы сможем увидеть пересечение их линий. Так мы узнаем одну из трех вещей. Направлены ли они в разные стороны? Или все они указывают на Иерусалим? Или же на другое место? После мечети двух кибл в Саудовской Аравии есть еще 11 ранних сохранившихся мечетей, которые мы можем исследовать. Они расположены в Китае, в Египте, в Южной Иордании, в Ливане, в Центральной Иордании, в Йемене, в Израиле, в Ираке, в Иерусалиме, на западном берегу Иордана и опять же в Ливане. Итак, если мы рассмотрим их по датам постройки, то вторая сохранившаяся мечеть была построена в Гуанчжоу, в Китае. Гуанчжоу – это современное название города, известного прежде как Кантон. Когда Марко Поло достиг этого города в 1300 году, он обнаружил более 100 тысяч живущих здесь арабских и персидских торговцев. Известно, что арабы вели торговлю с китайцами на протяжении сотен лет. Все это задокументировано. Таким образом, дядя Мухаммеда, Абу Ваккас, отправился в Китай с торговой миссией. И судя по китайским рукописям, в 627 году нашей эры, или спустя 6 лет после основания ислама, он построил для арабов мечеть в Кантоне. Я лично изучил эту мечеть и использовал GPS, чтобы определить направление киблы. То, что я обнаружил, было удивительно. Эта мечеть не направлена на Мекку. Она направлена на 12 градусов к северу от Мекки и даже не смотрит на Иерусалим. Ее кибла проходит к югу от Иерусалима. Следующая мечеть была построена в Фустате, недалеко от Каира, в 641 году нашей эры, примерно через 20 лет после основания ислама. Эта мечеть была перестроена и увеличена в несколько раз, и поэтому невозможно обнаружить ее исходный фундамент. Тем не менее, план исходного фундамента сохранился, и в исламских документах написано, что ее первая кибла указывала на восток, а затем была изменена на юг, в сторону Мекки. Следующее сохранившееся исламское здание – это дворец Омейядов, построенный в Хумейме на юге Иордании. Примерно в 700 году нашей эры, или примерно через 80 лет после основания ислама, семья Аббасов построила здесь большое поместье. В этом доме не было специального места для мечети, и верующие выстраивались для молитвы во дворе. У этого дома есть кибла, но она не указывает на Иерусалим. В следующем году была построена новая мечеть в Баальбеке, в Ливане. Обратите внимание на то, что ее кибла не указывает на Мекку. Через год Омейяды построили большую и впечатляющую мечеть здесь, в цитадели в Аммане, Иордания. Эта мечеть направлена на юг, а Мекка находится вон там. Через пару лет, в 705 году нашей эры, или спустя 84 года с момента основания ислама,
мусульмане построили великую мечеть Саны в столице Йемена. В то время, как эта мечеть имеет общее направление на Мекку, на самом деле она указывает на западную часть Иерусалима. В 706 году нашей эры мусульманские правители амиядов построили в Израиле большой дворцовый комплекс Хирбат-аль-Минья на берегу Галилейского моря. В этом дворце была комната, использовавшаяся как мечеть. Согласно надписям на воротах, она была построена мусульманским правителем Аль-Валидом через 87 лет после основания ислама. Само здание и его мечеть не смотрят на Иерусалим. В том же году в Ираке мусульмане также построили мечеть Васид. Сначала археологи утверждали, что эта мечеть указывала на Иерусалим, однако дальнейшие исследования показали, что эта мечеть направлена на юг от Иерусалима. Следующая мечеть – это Аль-Акса в самом Иерусалиме. Это не купольный храм, а скорее старая мечеть к югу от купола. Она уже стоит в Иерусалиме, но она также имеет киблу, и та не указывает на Мекку. Следующая мечеть была построена в 724 году нашей эры, через 103 года после основания ислама. Это мечеть Хирбет-аль-Мавджар возле Иерихона, в долине реки Иордан. Этот дворец был построен ближе к концу правления династии Амиядов. Глядя на фундамент здания, мы можем увидеть, что дворец и его мечеть смотрели на юг, а не в сторону Мекки. В том же году в Анджаре была построена мечеть, примерно в 58 километрах от Бейрута. Она была построена в конце правления династии Амиядов, и не позднее, чем через 30 лет, она была разрушена и в конце концов была покинута. Она никогда не перестраивалась, и поэтому мы можем легко определить направление киблы, которое не указывает на Мекку или Иерусалим. Теперь давайте разместим все это на одной карте. Результат поражает. В течение первых 100 лет ислама 100% всех сохранившихся мечетей были направлены на южную часть Иордании, а не на Мекку. Все мечети, расположенные на севере, юге, востоке и западе, направлены в одну точку. Это не какая-то ошибка в определении направления киблы. Они все конкретно указывают точно на одно место. Непосредственно в этой точке находится древний город Петра. Этот город сегодня нам хорошо известен. Это популярное туристическое место. Туристы приезжают сюда со всего мира, чтобы полюбоваться величественными храмами и памятниками этого города. Возможно ли, что Петра и есть мать всех городов, описанная в Коране? Петра была центром древнего арабского паломничества и также может быть местом рождения Мухаммеда, а может быть и местом зарождения ислама. Я считаю, что Мухаммед, живя в Медине, изначально молился на север, в сторону Петры, которая находилась в римской провинции Сирии. К тому времени, когда Бухари собирал свои рассказы, люди уже забыли о Петре, и каждый помнил, как их прадеды молились в сторону Сирии. Если Петра действительно священный город ислама, в таком случае должны быть свидетельства существования курайшитов, племени Мухаммеда, вокруг Петры. Если Дэн Гибсон сможет найти племя Мухаммеда, то это в значительной степени укрепит его теорию о том, что Мухаммед был родом из Петры, а не из Мекки. Давным-давно этот город назывался Хавар или Хумейма, как его называют сегодня. Археологи обнаружили здесь дом, принадлежавший семье аббасидов, и мечеть, построенную спустя некоторое время. Когда мусульмане Ирака разгромили амиядов Дамаска, они хотели, чтобы один из членов семьи Мухаммеда поддержал и узаконил их мятеж. И для этого они пришли сюда, в Хумейму, в 43 километрах от Петры. Именно здесь они нашли семью Мухаммеда и племя курайшитов. Они не пошли в Мекку в Саудовской Аравии или в Медину, они пришли сюда, в Хумейму, находящуюся в 43 километрах от Петры.
Не в Саудовской Аравии, а именно здесь они нашли племя курайшитов и семью Мухаммеда. Мы обнаружили, что все ранние мечети ислама направлены на древний город Петра. Но действительно ли Петра соответствует исламскому описанию подлинного священного города ислама? Существует история, рассказанная всеми ранними биографами Мухаммеда. Она касается Абдуллы, отца Мухаммеда. Как-то он работал на поле и вернулся домой с грязными руками. Он вошел к своей первой жене и сказал ей: «Спи со мной», но она отказалась, потому что он был грязным. Итак, он вышел, умылся и пошел к своей второй жене, Амине. Она зачала и родила Мухаммеда. Важность этой истории заключается в том, что все ранние авторы использовали одно и то же слово для обозначения грязи на руках Абдуллы. Все они используют арабское слово, означавшее почву, главным образом возделанную почву на поле. Проблема в том, что возле Мекки нет пригодной для возделывания земли, но будучи в Петре, мы обнаруживаем, что здесь была вода, поля и деревья. По мнению археологов, здесь были частные и общественные сады, а также проточная вода, доставлявшаяся в город по акведукам и с помощью глиняных труб. Археологи также описали существование в Древней Петре фруктовых деревьев, виноградников и садов. Даже сегодня здесь возделываются участки между Петрой и Эль-Байдой, которая находится от нее в 5 километрах. На основе анализа древней почвы исследователи обнаружили, что всего 100 лет назад холмы вокруг Петры были покрыты деревьями, в том числе дубом, можжевельником, фисташковыми и рожковыми деревьями. В священном городе были не только деревья и поля, но он также был окружен стеной. Ибн Исхак говорит: они окружили его, когда он был на стороне одной из стен Мекки. Это звучит очень загадочно, потому что в Мекке не было городских стен. Некоторые думают, что, возможно, это был дом в Мекке, но Ибн Исхак конкретно говорит: стены Мекки. Но Мекка не была окружена стенами. А как насчет Петры? Петра была построена в долине. По обе стороны долины были большие горы со скалами. Эти скалы были столь же хороши, как и городские стены. Таким образом, народ Петры построил стены от одной горной скалы к другой горной скале, как на одной стороне долины, так и на другой ее стороне. Таким образом, у Петры были городские стены. Еще одной отличительной чертой Петры служит то, что через нее протекала уникальная река. Обычно бывает так: долина с горами с одной и с другой стороны, а река течет внизу по центру долины. Но здесь давным-давно из-за землетрясения появились горные расщелины. Вода проходила через эту расщелину, текла через долину и уходила в расщелину на другой стороне. Набатейцы построили улицу из колоннад от одной горы к другой, и близ нее было русло для дождевой воды. Пойдемте туда. Сегодня одна из обязанностей паломников в исламе – это семикратное хождение между двумя горами под названием Марва и Сафа. Что интересно, Аль-Бухари говорит нам, что Мухаммед решил это сделать, передвигаясь в русле дождевой воды между двумя горами. Но есть проблемы. Сафа и Марва – это всего лишь маленькие скалы. Сегодня они расположены прямо внутри здания мечети. Как видно на этом рисунке, между этими двумя скалами не было никакого русла дождевой воды. Но здесь, в Петре, описание точно подходит от одной горы к другой. Существует 4 пути входа в Петру. Так как Петра находится в долине, то попасть в нее можно было с любого конца долины. В год завоевания Мекки пророк вошел в Мекку через ее верхнюю часть. Но также были и другие способы входа в Петру. В древних рукописях написано, что войти и выйти из священного города можно было через трещины в скалах. В арабском это называется тания. Аль-Бухари упоминает о них несколько раз. Апостол Аллаха входил в Мекку через высокую танию и покидал Мекку через низкую танию.
пророк продолжал идти вперед, пока он не достиг Тании, через которую можно было пойти к ним, то есть к курайшитам. Существует два входа Тания. Одним из них служит знаменитое ущелье, которым пользуются туристы, чтобы войти в город. Другой находится на противоположной стороне улиц с колоннадами и ведет в лабиринт каньонов, который в конечном итоге выходит в долину Вади-Араба, к югу от Мертвого моря. Также в Петре есть множество храмов. Здесь находится известный на сегодняшний день храм крылатых львов, или храм Аль-Азу. Позади меня храм, известный как Каср Аль-Бинд, или храм бога Душары. Эта короткая горная цепь была домом бога, и здесь, в самом центре этих гор, находился храм этого бога, Аль-Душары. Теперь Ибн Хишам рассказывает нам очень интересную историю. Это относится к самой ранней истории ислама. На тот момент лишь несколько человек были обращены в ислам. Одним из них был человек, известный как Аль-Туфайл бин Амр из Мекки. Во время одного из своих путешествий он принял ислам, и как только он вернулся домой в Мекку, его жена тоже решила принять ислам. Аль-Туфайл сказал своей жене, чтобы она сходила в храм Душары и очистилась. В священном месте струилась вода, в которой она могла омыться. Она омылась и, вернувшись домой, узнала об исламе. Возможно ли, что эта история произошла в Мекке, которая находится в 1000 километров отсюда, там, где не было храма Душары? Или это произошло здесь, в Петре? Если это так, то храм Душары находится здесь. Ей нужно было спуститься к храму, умыться и пойти домой. Есть ли храм Душары в Мекке, в Саудовской Аравии? Нет. Там нет храмов, никаких трещин в скалах, нет потока воды, ни городских стен, ни травы, ни деревьев. Ничего. Все это здесь, в Петре. И в течение первых 100 лет каждая мечеть во всем исламском мире указывала сюда, на Масджид Аль-Харам, на запретное место собраний в Петре. В мире нет другого города, который так точно соответствует описанию. Теперь Аль-Хаттаб настолько беспокоил Зайду, что он заставил его отступить в верхнюю часть Мекки, и он остановился на горе Хира с видом на город. Интересно то, что гора Хира находится в верхней части Мекки. Если вы сегодня окажетесь в Мекке, то вы увидите, что пещера горы Хира не смотрит на город. Но здесь, в Петре, высокая часть города находится к северу от улицы с колоннадой, а низкая часть города находится к югу от этой улицы. По сути, город был разделен пополам этой самой улицей. Если Петра тот самый священный город Мекка, то пещера, где Мухаммед получил первое откровение, должна находиться здесь. В древних рукописях говорится, что пещера смотрела на город, и что она была невысоко, так как Мухаммед пытался подняться на гору, чтобы броситься с нее. Если это так, то я знаю одно такое место, и мы должны пойти туда. В этой пещере мы можем увидеть много различных изображений богов. Там наверху есть большой символ полумесяца. Это пещера того типа, куда молодые люди могли бы приходить и размышлять о смысле бытия. Описание и расположение этой пещеры такие же, как и описание в древних записях, прямо за пределами города, с видом на город, а также со свидетельствами, что люди проводили здесь время в поклонении и медитации. Я думаю, что это одно из самых святых мест в исламе. И это здесь, в Петре.